Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане аккредитован новый посол Венгрии, АБР выделил $625 миллионов на проекты в Туркменистане, президент Международной федерации гимнастики посетил Ашхабад с официальным визитом и другие новости. В Ашхабаде аккредитован вновь назначенный чрезвычайным и полномочным послом Венгрии в Туркменистане Йожеф Рош. По поручению президента Сердара Бердымухамедова верительные грамоты посла приняла председатель Меджлиса Гулманова. Поздравив дипломата с назначением на ответственный дипломатический пост, руководитель национального парламента пожелала ему плодотворной работы. Азиатский банк развития выделил $625 миллионов на инвестиционные проекты в Туркменистане, один из которых завершен, а другой продолжается. Также АБР предоставил техническую помощь на сумму $11 миллионов для укрепления институтов и наращивания потенциала. В августе этого года АБР утвердил новую страновую стратегию партнерства для Туркменистана на 2024-2028 годы. Общая цель данной стратегии заключается в оказании поддержки Туркменистану в его усилиях по созданию более стабильной, устойчивой к изменению климата и конкурентоспособной экономики. Ашхабадское пассажирское автотранспортное предприятие агентства Туркменавто Улаглары обновило свой сайт и мобильное приложение. Теперь пассажиры могут купить до 10 билетов за раз и вернуть их онлайн. Добавлена функция проверки статуса билета путем сканирования QR-кода на PDF-версии документа. На новом сайте можно купить билеты на даты, начиная с 20 сентября. Старый сайт будет работать только для покупки билетов на даты до 19 сентября включительно. Делегация Меджлиса Туркменистана приняла участие во втором межпарламентском форуме государств Центральной Азии в Хиве. Форум направлен на поддержку дружественного сотрудничества между государствами Центральной Азии на уровне парламентов, развитие межпарламентских отношений в регионе, а также на распространение положительного опыта активного участия парламентариев в социально-экономическом развитии страны. В Государственной академии художеств Туркменистана состоялась онлайн-конференция на тему развития национальных ремесел в годы независимости, изучения важных направлений мировой практики. Конференции была приурочена выставка декоративно-прикладного творчества, которая развернулась в галерее академии. Участники ознакомились с креативными изделиями и творчеством мастеров. Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры Туркменистана совместно с секретариатом Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО и представителями ресурсного центра по внедрению инноваций и сохранению традиций в сфере культуры Республики Татарстан. 14 сентября на ВДНХ в Москве пройдет всероссийская выставка шоу лошадей ахалтекинской породы. Эта древняя порода, история которой насчитывает более 5000 лет, была выведена в Туркменистане. Мероприятие организовано при поддержке Российской ассоциации ахалтекинского коннозаводства. Ожидается участие свыше 30 лучших представителей породы из ведущих конных заводов и хозяйств России. Помимо основной выставки, зрители смогут насладиться шоу-выводкой и конкурсом «Традиционные украшения», где будут представлены праздничные убранства для лошадей, характерные для туркменской культуры. Президент Международной федерации гимнастики Маринари Ватанабе посетил сегодня Ашхабад с официальным визитом и был впечатлен спортивной инфраструктурой столицы Туркменистана. После осмотра гимнастических залов в Олимпийском городке Ватанабе отметил огромный потенциал молодых туркменских спортсменов и выразил готовность поддержать их развитие. Ватанабе выразил удивление великолепными условиями для тренировок в Туркменистане и отметил, что уже поделился своими впечатлениями с коллегами в Японии и Китае. Он заверил, что Международная федерация гимнастики окажет всестороннюю поддержку развития этого вида спорта в Туркменистане. Маринари Ватанабе также выразил надежду на участие туркменских гимнастов в будущих Олимпийских играх, назвав это общей мечтой для спортсменов и федерации. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркмен Портал ваш самый надежный источник новостей.